Ассаламу алейкум. Приветствую всех своих друзей и подписчиков на социальной странице Facebook. Так, это прямая трансляция, которая запланирована вчера по поводу мероприятия, проведенного в Швеции. Но так как нас еще сейчас будут люди подтягиваться, и сегодня знаменательная дата, новогодний штурм 1994 года, 31 декабря, с ночи 31 декабря на 1 января 1995 года. Немножко посвятим время этому событию, пока наши подписчики и друзья не подтянутся для того, чтобы выслушать мое заявление, которое я хочу сделать по поводу мероприятия, проведенного Кабинетом министров в Швеции 18 декабря. По поводу новогоднего штурма. Сегодня я вижу, даже на мою страницу проходят новогодние рассылки. У меня просьба к своим подписчикам нечеченского происхождения не присылать мне сегодня подобных поздравлений. Для нас это событие, эта дата, она связана совсем с другим событием. Что можно сказать? Трудно что-то сказать по 31 декабря, по новогоднему штурму. Мне посчастливилось быть участником отражения этого штурма. Мне, моему однокласснику, моему близкому другу Шамсуддину, моему двоюродному брату и многим моим другим друзьям. Об этом штурме написано много. Я только дам обобщающие оценки. После начала Первой войны, которая, в принципе, можно сказать, началась именно с этого штурма, хотя российские войска перешли границу Чеченской Республики Ичкерия уже 11 декабря, именно в этот день, это был день, когда можно сказать, что чеченский народ проявил в себе те многовековые воинские качества, в которые заложены были в чеченский ген его предками. Он проявил себя. Проявил именно ген, потому что не было никакой военной подготовки, как об этом заявляли офицеры российской стороны. Не было. То есть, да, были чеченцы, которые проходили ту же самую советскую армию, то есть 2 года призыва. И в основном чеченцы, их пропускали через такие, можно сказать, невоенные подразделения, стройбат. Редко были ребята, которые прошли именно какие-то, или же это были какие-то спецподразделения вроде ГРУ, спецназа ГРУ, то есть там, где проявляются этнические качества чеченцев. Но в массе своей это в основном были такие подразделения, как стройбат. И то есть важно, что чеченцы не имели какой-то особой подготовки. И процент воюющих чеченцев, то есть тех, кто прошли через армию, на мой такой субъективный взгляд, когда я видел участвующих, то есть если взять поколение, которое уже до развала СССР успело пройти в советскую армию, я 1972 года рождения, я лично в армии не служил советской. То есть, и на мой субъективный взгляд, что процентов 30 было только из участников, те, кто проходили армию. Процентов 70 это были молодые ребята, которые оружие в руки не видели. И поэтому я считаю, что, то есть мое утверждение, что в этой войне, именно в этом сражении проявился чеченский ген, чеченские многовековые военные традиции основываются на том, что именно чеченцы просто так в эту ночь вышли на призыв по велению своего сердца, по зову генов, проявили в себе неимоверные воинские качества и отразили атаку. В общем, российская армия в этот день она завязла. Она не смогла взять центр города, она не смогла взять другие обозначенные пункты. Майкопская бригада была разбита. И это ознаменовалось началом Первой войны, за которой последовала Вторая война. И во Второй войне, да, уже действительно чеченцы были уже возобновленные, так и с возобновленными традициями, с
нехилым военным опытом бойцами. И мы знаем, что Вторая война, несмотря на то, что она была более ожесточенная, что российская армия в позиционной фазе своих действий, она не имела каких-то больших успехов, чем в Первой войне. Она также завязла, также продвигалась медленно. То есть чеченская территория, клочок земли 150, начиная с Бурунов, северных границ, в которые российские войска не входили, они начинали с восточной и западной границы. Территория 150 километров, начиная с севера до юга. Начиная с востока на запад, нету, наверное, и 100 километров. То есть эта территория, российской армии понадобилось более полугода, чтобы просто оккупировать эту территорию. На штурм Грозного понадобилось более месяца, около 2 месяцев. В общем, вот так. Эта война имела другие еще последствия для самого чеченского народа. Сегодня молодежь и даже старые воины, которые сегодня ветераны этих событий, живые, старые волки, так сказать, старые воины. В сознании чеченцев изменилось то, что построение независимого чеченского государства начали воспринимать как нечто достигаемое исключительно военным путем. И это мышление, которое было привито, скажем, нашему поколению, прошедшему эти войны, 2 войны, с кряду. Вот это милитаризованное мышление, оно мешает достижению чеченскому народу своей заветной мечты построения независимого государства, суверенного государства. Я хочу напомнить, поэтому сегодня, в этот день знаменательный для нас, день до российской агрессии, был дан такой ярчайший в истории военных событий отпор. Чеченцы доказали свою решимость бороться за свое государство. В этот день я хочу напомнить, что политика, то есть воля чеченского народа, она начиналась не военным путем, она начиналась через проявление своей политической воли. И сегодня стало модным утверждать, что Джохар Дудаев, беря курс на построение независимого государства, будучи бескомпромиссным в плане какой-либо формы обустройства в составе Российской Федерации, что он знал, что будет война. Я сегодня просто хочу опровергнуть эту ложь. В шариате есть понятие «галибуль зан», что именно этим руководствовался Джохар Дудаев, потому что ситуация с развалом СССР в мире, она кардинально изменилась. Сам, будучи офицером стратегической авиации, служа в Прибалтике, Джохар Дудаев мог видеть, что это достижимая цель даже для таких народов, которые приблизительно соотносимы по количеству, по территории с чеченским народом, как Эстония, как другие 2 прибалтийские республики. И вполне, то есть достижение политической независимости, построение суверенного государства, была эта цель вполне себе такая вероятная, достижимая. Но руководство Российской Федерации, то есть в руководстве Российской Федерации, к сожалению, на тот период победила, как говорится, условно, партия войны. То есть были и другие люди, либеральная сторона. При желании они могли добиться того, чтобы этот вопрос был решен иным путем. И утверждение, что выход, то есть если Россия допускала выход Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации, это могло повлечь за собой развал всей Российской Федерации, также не выдерживает критики. Напротив, то, что Россия повела военную агрессию, это обернулось масштабной войной. Сам первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин признавал, что это была величайшая ошибка в период его правления.
Поэтому сегодня мне хочется напомнить нашим соотечественникам, нашим патриотам, что сегодня мы должны обратить свои взоры, свое внимание, обострить свое внимание на том, что мы должны акцентировать наши усилия на политических методах достижения независимости, что сегодня, и, в принципе, и невозможны военные пути. Да, конечно, всегда воля народа, готовность его отстаивать даже военным путем, это просто необходимый элемент этой политики. Это крайняя мера, если политика не достигает своих целей, то она переходит в фазу войны, и тогда любой народ должен доказывать свою готовность следовать своей политической воле военным путем, отстаивать свою волю. Но перед этим есть обширный спектр политической работы, дипломатической работы. И в идеале он должен достигнуть успеха. Поэтому сегодня мы, потерпевшие очень тяжелое поражение, скажем, да, в военном плане, тяжелое поражение. Народ сегодня в бедственном положении, в плане психологически бедственном положении после этих войн. И, естественно, апатично относится к самому слову политика. Но это состояние, оно не вечное, состояние меняется состояние, политическое состояние мира, меняется психологическое состояние народов и отдельных людей. И мы, те, кто сегодня надеемся достичь все-таки при нашей или жизни, или это будет сделано нашими потомками, заветной мечты чеченского народа, от которой зависит судьба самого чеченского народа, существование самого народа, это независимое, суверенное чеченское государство. Мы сегодня должны обратить свои взоры на усиление, на укрепление политических мер. Народ у нас сегодня разрознен. Сторонники независимости разрознены. И в 2017 году, в самом начале 2017 года, в январе, мои единомышленники, мои товарищи, мы собрались и, исходя из того, что мне сказано перед этим, что нам нужно как-то усилить свои действия в плане достижений политических, мы собрались и организовали, тогда это еще не называлось группой организации Бартмаршо, мы собрались и выдвинули программу действий, в которой мы намеревались помочь нашим правительствам. К сожалению, у нас было несколько правительств, мы решили им помочь. И сегодня, что произошло в Швеции, я уже постепенно приближаюсь к этому событию. Сегодня то, что там прозвучало ровно, это объединительная речь в сторону организации Бартмаршо. Даже назвали ее вероломной. Ямарт-Хилаевну, Нохчамата. То есть наше вероломство заключается в том, что мы тогда вышли помочь уже, в принципе, престарелым нашим представителям, наследникам, так сказать, вот, ичкерийской политики, оставшимся здесь, в Европе, расколотым, неспособным договориться на протяжении 17 лет, которые здесь они находятся. И то, что мы предложили свои услуги, то, что мы в течение года вели, в принципе, то есть мы народовали. Маслаат, знаем, вот это определение предполагает, чтобы насиха и это наставление, оно не делается прилюдно. Если ты уважаешь человека, уважаешь его честь, а тем более, если уважаешь честь группы людей, наставление не делается прилюдно. И наша группа, это немалый срок, это не неделя, не месяц, а более года. Мы объясняли, мы смотрели, где есть причина этого раскола. И в ходе этой работы мы пришли к тому, что то что мы просто подошли как инициативная группа и хотели помочь, и отринули нашу помощь, это уже нам дало повод
реорганизоваться. То есть у нас было всего два выбора. Или мы расходимся, или мы организуемся в какую-то правильную политическую группу со своим уставом, со своей партийной дисциплиной и продолжаем делать усилия на достижение единства среди сторонников независимости. Не я решил, мои единомышленники, мои товарищи, мы решили, да, что мы остаемся и продолжаем дальше работать. То есть обвинение и в мой адрес лично, что я как собрал какую-то вероломную группу людей, это тоже несостоятельное обвинение. Решение остаться дальше, не расходить. Как бы я смог удержать людей самостоятельных, людей с характерами, людей воевавших, имеющих свое собственное твердое мнение, как бы я смог бы их удержать насильно в какой-то группе, которую я каким-то коварным образом задумал, чтобы разбить преемственную власть чеченцев. Это, в общем, это все не выдерживает критики. Группа Бортмарш, ассоциация, как она здесь называется, или организация по-русски, она состоялась не просто как какая-то ширма или как какое-то наименование, которого много сегодня существует здесь в Европе. Она состоялась именно в силу своей активной деятельности. Она доказала свою работоспособность, она доказала свою состоятельность. И это уже сегодня факт. Нравится это кому-то из наших оппонентов или нет. И вот сегодня нас обвиняет ровным счетом только потому, что мы имели вот такую благородную цель – объединить. Год мы умалчивали, вели закулисные переговоры со всеми тремя сторонами. И следующий, второй год, мы просто ждали, параллельно ведя какую-то другую деятельность. У нас были и другие проекты у Бортмарша. То есть мы работали на регенерацию самой ичкерийской идеи среди молодежи, потому что молодежь у нас была введена в заблуждение радикальными воззрениями, которые проникли в Чечню в ходе войн. Потому что народ во время войны, он ожесточается и радикализируется, и находит плодородную почву в сердцах молодых людей. Мы вели работу в разных направлениях, и общественном, и в политическом. И второй год мы ждали, что если мы, то есть от нас ожидалось, что вот у нас какие-то корыстные цели, что мы провозгласим какую-то четвертую власть, будем конкурировать. Это вот, когда в течение года не произошло, второй год мы ждали, что если мы сегодня выговорили какую-то позицию, и не сразу способны люди поверить в искренность, что нужно время. И второй год мы, когда ждали, что люди поймут это, то есть те три стороны поймут, и параллельно вели работу по объединению общественности, которая в конце 2018 года, в начале 2019 года вылилось то, что прошел 23 февраля, прошел учредительный съезд Ассамблеи чеченцев Европы. Нужна была поддержка общественности, помимо того, что есть политические силы, народ был пассивен, и нужна была общественная поддержка. Нужно было активизировать общественную работу, потому что эти правительства, они по умолчанию отказались как-то реагировать на проблемы чеченских беженцев. То есть чеченцев в Европе очень много. Для нашего народа это 1/4 часть или 1/3 часть народа находится здесь в Европе. И люди, которые себя позиционируют правительствами, они должны были как-то заниматься. Но у них нет никаких, есть бутафорное министерство, но нет ни одного элементарного отдела, который занимается проблемами людей. И мы взялись организовать те уже существующие организации здесь в Европе, чтобы они вели свою работу согласованно. И эта работа, которая нами велась, то есть это огромная работа, мы проехали всю Европу несколько раз вдоль и поперек, встречались с людьми, разговаривали, объясняли, почему это нужно. Очень трудно людям в этой ситуации, нашей нынешней ситуации, объяснить, почему им нужно как-то объединяться. И в итоге 2020 год показал, что
работа, она была, то есть направление работы было выбрано правильно. Ассамблея, она помогла в решении очень многих проблем 2020 года. Тех проблем, которые мы столкнулись и во Франции, и в Австрии, и в Германии впоследствии. Ну, в маленьком участии нашей ассамблеи там было минимальным. Берлин, большой мегаполис, там есть другие чеченские организации, там работали чеченские организации, которым мы выражаем свою благодарность. Но были представители ассамблеи, как Сулумов, Яра, Мамуд Билатов, Ильи. В общем, вот такая ситуация. Сейчас уже прошло, я вижу, более 20 минут в эфире. Я думаю, все, кто готов нас прослушать по поводу событий в Швеции, уже собрались. И с вашего позволения я приступлю уже к основной теме нашего сегодняшнего прямого эфира. Так, читаю. Я извиняюсь, я комментарии вот начал просматривать. Вы знаете, я только вчера первый раз вышел в эфир, не очень так. Телепан Асламбек, ва алейкум салам. Так, просматриваю пока комментарии и приглашения. Так, Аллаху Акбар, да, Алберт, эфир. Дерия слушаем. Горчий Мухаммад Маршвоил, старые друзья. Другой Мухаммад Асламбек Карсаев Маршвоил, нейн Шичкант. Ягер Стагу Асламбек Маршвоил. خاصية حقوق عوالش هنا قدوة ومسألة да, Берг Тилер это дистор. Ну и остальные, которые поприветствовали, так, Мухаммад Муртазалиев, Аслам Муртазалиев, саламу алейкум, ва алейкум салам, Маршвоил Аслам. Так, приступим к основной теме нашего прямого эфира. 18 октября, 18 декабря была запланирована встреча, на которой наш руководитель, новый руководитель организации Башт Маршо, Омар Исламов, не мог участвовать на этом мероприятии в силу того, что он заболел COVID-19. Но у него особая ситуация. У него болезнь, я не помню, как называется, которая отторгает его собственные суставы, и он вынужден принимать медикаменты, которые снижают его иммунитет. В силу этого его болезнь затянулась чуть больше, чем в обычных случаях. И это известный факт для организационного комитета этого мероприятия, так скажем. То есть и сам руководитель этого мероприятия, он осведомлен об этом, он знает. И вот вышли две части этого мероприятия, на котором мы, в принципе, круглый стол, почему он задумывался? Он задумывался как мероприятие, которое призвано консолидировать, то есть мы должны сесть за круглый стол, обговорить наши проблемы, прийти к единому мнению и дальше реорганизоваться. Вот я начал с того, что Башт Маршо второй год ждало как бы совести людей, к которым мы обратились. Третий год мы им несколько раз напоминали, что те расследования, которые нам сделаны, к чему мы пришли, эти выводы, они будут обнародованы, если вы не соизволитесь, в конце концов, сесть и поговорить друг с другом. То есть, что такое политика? Политика – это политическая дискуссия, то есть это, в обществе должен быть общественный диалог, то есть между партиями, между группами должен быть диалог, тем более в нашей ситуации, когда мы разрознены. И мы призывали, что если вы в конце концов все-таки так
в рамках маслаата, в рамках примирения не способны сами сесть, мы вынуждены будем отчитаться перед общественностью. И 13 декабря